Глава администрации Сухума Беслан Эшба проинспектировал работы по укладке ливневого трубопровода. В рамках инвестпрограммы выполнение этих работ поручено службам столичной администрации. На 3 улицах Сухума – Джонуа, Гуля и Абазинская – проводятся работы по укладке нового ливневого трубопровода. Реставрация и ремонт ливневых коллекторов проводятся по инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Объем работ достаточно большой, и чтобы уложиться в короткие сроки, на этих улицах одновременно трудятся несколько ремонтных бригад. Глава администрации Сухума Беслан Эшба проинспектировал ход работ. Вот от Басария сюда наверх есть одна газовая труба, заброшенная, но она, естественно, не действующая, но в ней вода находится. Вот там будет препятствие, надо будет ее Может, отрезать. заранее стоит туда вперед поставить людей, чтобы быстрее пройти потом трубопроводом. И, Руслан, надо подумать, скрыть другими силами и посмотреть, чтобы дать фронт работы. Давай изучить эту ситуацию. И вот так вот надо поговорить и со связистами, и с другими, у кого есть по дороге люки, чтобы магистраль, которая идет, она беспрепятственно проходила, насколько это возможно. Вот это обязательно надо сделать. Тем более известно, препятствие где-то есть. Значит так. Надо отметить, что несмотря на то, что речь идет о ливневках, есть определенные нюансы, и на каждой из улиц необходимо произвести разные виды работ. Так, на улицах Джонуа и Гуля достаточно проложить ливневый трубопровод, тогда как на улице Абазинская нужно реставрировать бетонный ливневый коллектор. На Абазинской здесь чуть другая ситуация. То есть здесь ливневый коллектор идут по двум сторонам, оба лоткового типа. Значит, на этой стороне, на стороне прокуратуры, он в ширину где-то 1,50 м, на противоположной чуть-чуть меньше по своей ширине. Ну, естественно, достаточно большая пропускная способность его обусловлена была тем, что сюда также врезается огромное количество улиц со всего города, которые дальше это все выносят. Но после того, как были проведены работы по укладке канализации и водопровода, естественно, на одной из сторон невозможно было проложить сюда трубы, потому что мы помешали бы другим коммуникациям. Поэтому было принято решение восстановить капитально на одной стороне бетонный лоток, а на противоположной, на проезжей части, ближе к тротуару, мы будем укладывать уже трубы. Учитывая, что капитальные работы включают в себя не просто поднять плиты и очистить его, это заливка стен, заливка дна, чтобы и пропускная способность его была достаточно сильной, и чтобы не было трещин, которые позволили бы даже вновь посаженным деревьям со временем прорасти в этот бетонный лоток. Протяженность ливневки на улице Гуля 1150 метров, от улицы Сахарова до Агумава. Здесь проложат гофрированные полипропиленовые трубы. Также будут установлены 78 новых дождеприемных колодцев с чугунными решетками. Что ожидаете по препятствиям? Бывают препятствия, возникают это отводы от домов канализационные, и также мы уже обошли территорию и отметили места, где проходят телефонные сети и кабеля Суэца. Вот в зависимости от того, насколько они заглублены, будет зависеть, будут они нам мешать или нет. Это уже будет. А может, имеет смысл обследовать заранее, чтобы вашу работу не тормозить, потому что и так мы уже Но мы с ними связь держим. Если мы придем к тому месту, где будут нам мешать телефонные сети, у нас будет фронт работы дальше, а в этом месте у них будет время провести свои работы. Но все равно, посмотрите, может, что-то заранее можно сделать. Тем более там возле рынка, я представляю, что творится. Там же проходить будем, Там да? тоже будем проходить. Но есть места просто, где они отметили нам свои коммуникации, но не везде они могут указать, насколько они заглублены, и поэтому я просто заранее прошу, не могут. Если мы что-то знаем заранее до того, работы провести. Проверить надо все, что возможно. Мы знаем, что впереди ожидает тех, кто выполняет подряд, чтобы можно было наперед провести эти работы для того, чтобы не задерживать главную работу по магистрали. Самый сложный участок работ на улице Абазинская. Здесь ливневые коллекторы с двух сторон улицы. Жители близлежащих домов в течение многих лет при непогоде сталкиваются с наводнением. Забитый илом и проросший корневой системой больших деревьев ливневый коллектор не функционирует, по нему вода не циркулирует. Семья Аллы Налбастян проживает в доме на Абазинской 3 с 19 века. Говорит, что деревьям, нависающим над ливневкой, больше 100 лет. Когда прокладывали коллектор, они уже были высажены на этом месте. Тогда никто не подумал о том, что со временем массивные корни камфорного лавра пробьют не только коллектор и тротуар, но и близлежащие строения. Как начинается дождь, мы не спим,
Мы ждем, что вот сейчас нас затопит. Потому что корни все, вот вы сами видели, корни все забивают через каждый год. Но этим деревьям, больше 100 лет, наверное. И дупло гнилое, и внутри все гнилое. Но корни, видите, какие большие. И под дом идут, и дом снутри у нас трещины. Вы знаете, вот сильные ливни были, вот все время у окна, и боишься, вдруг вот сейчас мы все здесь утонем. Не только мы тонем, тонет весь район. Я считаю, что эти деревья, может, вместо этих деревьев красивые городские деревья посадить, чтобы корни шли поверху, они в любом случае найдут лазейку и... Салый Налбасян согласен у председателя Госкомитета по экологии Савелича Танава. По мнению эколога, высаживать такие виды деревьев, заведомо зная, что они достигнут огромных размеров, нецелесообразно. Он считает, что заменой больших растений могут служить декоративные кустарники 3-5 метров в высоту. Сажать вот такие деревья, заведомо зная, что они достигнут огромных размеров, я думаю, что это было бы неправильно. И потому есть для замены этих растений декоративные кустарники, достигающие 3-5 метров, но не менее декоративные, чем камфорные лавры, скажем так, понимаете? И вот здесь есть над чем подумать, над чем работать. Хорошо, мы обязательно с учетом рекомендаций, которые будут, как раз таки надо будет принимать такие решения. Но сейчас мы просто и работу остановить не можем, и по ним вот те, которые уже точно мы понимаем, что они не выдержат в этом случае, по ним надо просим вас какой-то дать нам рекомендации, как нам дальше действовать. Прям по каждому. Пока мы так задачу ребятам поставили, чтобы они рыли и смотрели, как, где, а потом вы дадите оценку, допустим, по каждому дереву, как я обговаривали, как я обсудили. Если хоть какой-то шанс есть сохранить дерево, значит оно будет сохранено. А там, где это невозможно сделать, вместо него будет подобрана, другая культура какая-то, которая будет, когда будет высажена нами же. Наши специалисты приезжали, уже смотрели, проводили обследования, но и это было бы достаточно, но Руслан Федорович попросил, чтобы я сам лично посмотрел, я вот прихожу, смотрю, давайте вместе будем оценивать ситуацию. Посмотрите, во время вскрытия корни уже сломаны, да? А корни что такое? Корни – это опора для деревьев, то есть опорная часть деревьев нарушена. Если даже мы их оставим, то они будут неустойчивы. Где удастся, естественно, будем сохранять, так договорились, Руслан Федорович. А там, где это будет необходимо, что делать? Это тяжело принять такое решение, но надо будет их вырубать. Глава города отметил, что с учетом рекомендаций экологов будет принято решение о новых насаждениях. Мислан Эшпа по итогам инспекции отметил, что службам города поставлена задача выполнить все работы в максимально сжатые сроки. Масштаб работ большой, очень большие неудобства для наших горожан, для гостей столицы. Работы, как известно, были начаты в прошлом году, прокладывали водопроводы, канализацию. А отдельная часть работ для прокладки, допустим, ливневых трубопроводов и асфальта, они были переложены на 2021 год. Ввиду того, что нам только в июле поступил аванс на эти работы, и эти работы было принято решение передать городу, мы быстро заказали трубы только пришли и начались ремонтно-восстановительные работы на всех 3 улицах одновременно: Джонова, Гулия и Абазинская. В материалах проблем нет. Можно сказать, каждый 2-й или 3-й день приходят машины с материалом, имеется в виду в основном это трубы, которые нужны разных диаметров. Но есть сложности определенные ввиду того, что те коммуникации, которые у нас проложены, они не все нанесены на карты, и пока ребята идут, работают, то они натыкаются на всякого рода неожиданности, которые есть. Я дал поручение, чтобы те вещи, которые мы знаем наперед, что провели в этих узловых местах специальные работы для того, чтобы дать фронт работ тем, кто идет и прокладывает ливневый трубопровод. Поэтому как-то так. Интенсивно хочется, чтобы как начали, встали, быстренько закончить. Разумеется, чтобы это не отражалось на качестве работы. Будем контролировать. Работы выполняют в основном наши подразделения. Почему говорю в основном? Потому что улицу Джонова и улицу Гуля идут наши подразделения.
А на улице Абазинская, с учетом того, что объем работ большой, были приглашены еще на небольшую часть работ, значит, субподрядное подразделение, которое тоже хорошо разбирается в этих работах. Общий контроль все равно ведем мы, это водоканал и дорожно-ремонтно-строительное управление, ДРСУ. Очень хочется, чтобы нам удалось, если ничего нам не помешает, какие-то, скажем, неожиданности, да, которые могут возникать, как в прошлом году возникали обвалы и так далее, что хочется, конечно, до конца сентября эти работы выполнить. Хотя мы планировали, что мы летом все это сделается и, значит, не будет таких неудобств, но, к великому сожалению, пришлось начать позже. Вот. У нас есть, конечно, уже известная проблема по поводу деревьев больших, которые растут на улице Абазинская, так как они, когда были высажены, тогда уже коллектор был здесь ливневый, поэтому деревья выросли, создали проблему ливневому коллектору, стало все забиваться, корни опустились и проникли в сам ливневый коллектор, и этим самым воспрепятствует прохождению воды, и также там же и застревает ил. В итоге мы получаем наводнение. Мы обратились в наш Государственный комитет по экологии, попросили дать заключение. Они были уже не первый раз. Сегодня я их просил еще раз уже точку поставить в этом вопросе, потому что фронт работ для нас также очень важен, конечно, да. И пришли к такому, что те деревья, которые можно будет сохранить, любой ценой они будут сохранены. Те деревья, которые невозможно сохранить, то они будут демонтированы, и на их месте после завершения работ мы произведем высадку по рекомендации той же экологической службы и других компаний, которые занимаются высадкой, чтобы не была такая большая корневая система, как у камфорного лавра, потому что он создает неудобства не только ливневки и дороги, но и близко посаженных домостроениям, и не только частного сектора, но и госучреждений. И корневая система, она создала проблемы и тротуаров, и домов, и ливневых коллекторов, и дороги в том числе. Поэтому будем искать выход. В принципе, он известен, да, но подобрать надо, и, разумеется, дать абсолютно точное понимание и заключение, что с каждым деревом в отдельности делать. Эта проблема существует, мы ею занимаемся. Я пока вижу, что идет планово, ту задачу, которую мы поставили. В принципе, ребята все на местах работают. Будем контролировать и максимально сжатые сроки, чтобы успеть сделать. Не уходить в осень, чтобы не попасть под дожди, это еще потом усложнит работу. Поэтому будем стараться это делать быстро и качественно, разумеется. Укладку ливневых трубопроводов планируется завершить к концу сентября, чтобы успеть проложить асфальт к Дню Победы. Амра Амичба, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум.